когда вы в последний раз были в музее? Неинтересно? Далеко ехать? Проще посмотреть видео в сети? А ведь музей – это не просто склад старых вещей. Это место, где хранится память народа о себе. Это священное место истоков, где хранятся бесценные настоящие артефакты. Невозможно понять историю своего народа и самого себя, не посетив музей. Проект «12 священных знамен Казахстана» расскажет нам о 12 музеях-заповедниках страны, в которых должен побывать каждый. «12 музеев, 12 знамен». Каждый музей – это священное знамя нашей страны, хранящее славу наших предков, несущее дух своего времени и передающее нам послание из глубины веков. Сегодняшний выпуск мы назвали «Золотое знамя». Мы расскажем вам о государственном историко-культурном музее-заповеднике Есык, золотом знамени нашего народа. Золотом, потому что именно здесь, на территории могильника Есык, был найден казахский Тутанхамон, сокровище нашей нации. Алтын адам, золотой человек. Чтобы поближе познакомить вас с музеем Есык, дадим слово его директору Мухтаровой Гульмире Раиловне, которая руководит этим учреждением с самого его начала, вот уже 15 лет. Государственный историко-культурный музей-заповедник Есык находится на территории древнего сакского могильника в 50 километрах от Алматы, в городе Есык Имбирск-Казахского района Алматинской области. Добраться до музея можно на своем транспорте или такси из Алматы по Кульджинской или Талгарской трассе. Также можно доехать на автобусе, либо на попутных машинах от остановки автовокзал Саяхат. Наш государственный историко-культурный музей-заповедник создан в 2010 году на месте, где был Алтын адам, то есть золотой человек, непосредственно в некрополе Есык. И мы сейчас являемся популярным музеем, куда ежегодно приезжает более 25 тысяч человек. А в чем уникальность вашего музея? Почему его стоит посетить? Наш музей-заповедник уникален тем, что здесь был найден золотой человек, один из символов независимого Казахстана, гордостью нашего народа. Алтын адам – это костюм сакского царя, выполненный из чистого золота, который содержит 4000 элементов в жанре сакского звериного стиля. В основном это изображение различных животных, начиная от маленького архара на вершине колпака, заканчивая мелкими деталями ремня в форме свернувшегося шакала. Алтын адам является гордостью нашего народа, национальным символом Республики Казахстан. О нем знает каждый школьник в нашей стране и многие за рубежом. Некоторые элементы из золотого человека, крылатые лошади тулпары с его головного убора, стали основой для государственного герба Республики Казахстан. Изображение Алтын адама и его украшения часто используются на медалях, на монетах и торговых знаках. На стеле независимости на площади Республики в Алматы также изображен Алтын адам. Творческие люди часто обращаются к его образу.
Золотой человек показывает, что именно в сакско-висунский период здесь именно в Джетсу, на территории Казахстана, существовала великая цивилизация, государственность. Поэтому мы гордимся, что именно на месте, где был найден золотой человек, образован уникальный музей-заповедник. И по одежде можно утвердить, что золотой человек был не просто воином, а царем. Саки или скифы – один из величайших народов древности, которые до сих пор достаточно не изучены и не оценены. Их влияние распространялось на гигантскую территорию от Центральной Европы до Китая, от Южной Сибири до Ирана. Изобретатели седла и стремени, создатели древнейшего ковра в мире, покорители необъятных просторов Евразии, саки до сих пор остаются таинственным народом. А наш Алтын-Адам является правителем этого храброго и мудрого народа. Крылатые тулпары на головном уборе, перстень, которым он ставил печати на документах, золотой жезл в руках. Все это, как и таинственная чаша с надписью, говорят о том, что золотой человек являлся царственной особой, что говорит, как минимум, о 3000-летней традиции государственности нашей земли и о высоком статусе Исыкского музея. Мы знаем, что в этом году ваш музей отмечает юбилей. Примите наши поздравления. Спасибо. У нас тройной юбилей. И в этом году мы отмечаем 15-летие открытия музея-заповедника, 55-летие открытию Золотого человека и 90-летие рождению Бекена Нурмухамедова. Бекмухамбет Нурмухамедов – легендарный казахский археолог, ученик Кемала Акишева и Алькея Маргулана. За 60 лет своих практических изысканий в степи Бекен Нурмухамедов совершил множество открытий, в том числе городище Рахат, который мы сейчас называем археологический комплекс, вблизи Исыкского могильника. Но главным его открытием, безусловно, стал золотой царь из кургана Исык. Открытие Алтын-Адам могло не состояться, когда в 1970 году Бекен-Ата раскопал курган Золотого человека и обнаружил, что центральное погребение было ограблено. Только благодаря интуиции археолога, вопреки всем правилам, был снят дополнительный слой земли, и тогда из юго-восточной части кургана вылезло бревно. Расчистка показала, что обнаруженный саркофаг не был потревожен. Так было совершено величайшее открытие казахской археологии. Кроме прямой археологической практики, Бекен-Ата активно занимался просветительской деятельностью. На его счету открытие ни одного музея в Казахстане. Археолог Нурмухамбетов был инициатором создания того самого музея, о котором мы говорим – музей-заповедника Исык. Ожидается третий рождение Золотого человека. Это тот же самый музеификация Исыкского Рахатского археологического комплекса. Если бы археолог Бекен Нурмухамбетов был обычным археологом, он просто бы раскопал курган Исык, забрал бы все содержимое и уехал в город и забыл бы об этом. Но он там мыслил нестандартно. Многие годы он мечтал открыть на месте обнаружения Золотого человека музей под открытым небом. И в 1999 году он приступил к воплощению своей мечты. Он пришел в акимат Янбекши Казахского района и заявил, что здесь, на Исыкских курганах, будет музей. И хотя его тогда никто не понимал, он просто взял и поставил на курганах свою юрту. Начал раскопки 3 курганов с краю могильника и стал пропагандировать идею музея в народе. То есть он просто поставил всех перед фактом, что музею быть. Кажется, прямо здесь и располагался тогда лагерь? Да, здесь стояли наши юрты. В одной мы жили. Что-то было рядом типа навеса, в котором и экспозиция, собранная собственными руками из бумаги, картона. Потом появился такой металлический навес в форме юрты. Его накрыли тентом.
уже приобрел музей более такой презентабельный вид. И вот здесь мы сидели каждый сезон на протяжении 10 лет. И как музей стал популярным? Да, поначалу люди никак не могли понять эту идею, что здесь делают странные люди, сидят, рассказывают какие-то истории про саков. Но при акимате Ембикши-Казахского района была создана ассоциация «Алтын-Адам». Там я был директором. Мы сделали что-то вроде пресс-конференции, привезли из Алматы сюда журналистов, устроили здесь такую презентацию этой идеи. И тогда отец однажды проснулся знаменитым и сюда стал заглядывать народ, просто потому что было интересно. Вообще я считаю, что музей на курганах, на Исыкских курганах, это истинный народный музей. Здесь в экспозиции вы можете увидеть древний сакский казан. Так вот, когда на курган стали приходить первые посетители, и мы проводили для них экскурсии, люди сами стали кидать в этот казан деньги. И за счет этих пожертвований мы и жили. То есть, получается, люди сами своими пожертвованиями поддерживали идею музея. Если бы они не кидали эти деньги в казан, мы бы здесь не выжили, и музей, может быть, и не свершился бы, не реализовался. Не зря музей-заповедник Есык называют музеем под открытым небом. Кроме экспозиционных залов, это еще и гигантская территория площадью более 400 гектаров земли. Только оказавшись здесь, начинаешь понимать задумку археолога Бекена Нурмухамбетова. Не раскапывать курганы, не сносить их, а сохранить в первозданном виде, чтобы потомки золотых воинов могли увидеть, как это выглядело в те времена, чтобы поклонились праху великих предков. Посетить Исыкские курганы – это не только шанс насладиться блеском золотого человека, проникнуться древней историей саков, это еще и возможность погулять среди курганов, отвлечься от городской суеты на лоне природы, восхититься этим прекрасным предгорьем Заилийского Латау. Насколько я знаю, музей Есык – это не только курганы. Да, мы являемся не только музеем-заповедником. На нашей территории расположены древние курганы и древние поселения. Одно из них – археологический комплекс Рахат, который расположен в предгорьях к югу от некрополя Исык. Его также открыл наш легендарный археолог Бекен Нурмухамедов в 1999 году с помощью местных жителей. Археологический комплекс Рахат расположен вдоль автотрассы город Исык, город Талгар в южном направлении, то есть у конуса выноса ущелья Рахат. Данный микрорегион человек обитает еще с древнейших времен, то есть с каменного века. Это верхний палеолит, 50-12 тысяч лет до нашей эры. Есть и бронза, эпоха бронзы, раннего железного века и раннего средневековья, до этнографического времени. Это обусловливается тем, что благоприятная природа и ландшафт очень удобный для обитания. Городище сакского периода тут не найдено. Хотя есть черты поселения сакского времени. Также к нам относится городище Талхиз, который включен в всемирный список ЮНЕСКО. Талхиз расположен в городе Талгар, что 20 километров от Алматы. Проехать к нему можно как на собственном авто, такси и на автобусах с той же остановки, откуда отправляется в Исык. Общая территория городища
составляет более 30 гектаров. Как мы сейчас даем средневековые материалы. Хотя можно сказать, что в раннем железном веке, то есть во времена саков и суней, она и в то время существовала. Тому есть многие свидетельства, и раскопки, и подъемные материалы, говорящим о керамике, о производстве керамики. Для саков золото было не столько мерилом богатства, сколько символом солнца, которому они поклонялись. Поэтому эти золотые украшения – знак святости золотого человека, а не его богатства. Некрополь Исык и Золотой человек – это наше наследие, наши золотые истоки, наши истоки нашего государства, истоки нашего народа. Поэтому музей имеет неоценимое значение для нашей страны. Не только научные, культурные, но и сакральные. Очень отрадно, что в последние годы все больше финансируется по линии Министерства культуры и информации именно научные прикладные исследования по изучению некрополя Исык и археологического комплекса Рахат. Мы имеем как научное учреждение аккредитацию и лицензию. Более того, ежегодно проводим международную конференцию «Исыкские чтения», издаем монографии. Также вот 2010 года мы реализовали более 8 научно-прикладных проектов. И все собственными силами? Ну, к счастью, нам помогают и зарубежные наши коллеги. Дело в том, что мы в 2016 году заключили договор с нашими коллегами из провинции Шанси, Институт археологии, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» исследуем археологический комплекс Рахат. Более того, в этом году наши коллеги нам отреставрировали и законсервировали более 100 артефактов. Также занимаются обработкой наших фондовых материалов. Также в течение 3 лет мы сотрудничали с 5 институтами Республики Корея. Также мы работали совместно с Институтом археологии Российской академии наук. Тесно сотрудничаем с научными лабораториями Дании, Германии и Литвы. Поэтому мы очень рады этим сотрудничеством. Есть у нас колоссальные результаты совместной работы. Громадная, грандиозная работа, Гульмира Раиловна. Можно ли как-то ознакомиться с трудами и изысканиями в электронном виде? Да, мы сейчас заканчиваем цифровизацию наших артефактов, и в скором времени у нас будет готов электронный вариант каталогизации наших фондов. Что называется, идем в ногу со временем. Да, стараемся. Прекрасно. – 12 музеев Казахстана – это 12 священных знамен. Это слава наших предков, это гордость страны. Это святыни, которые просто обязан посетить каждый, кто хочет понять, что такое Казахстан. Сегодня мы побывали в музее-заповеднике Исык, взяли в руки золотое знамя наших предков. Но нас ждут новые открытия. Мы едем в следующий музей. С вами был Бекбол Нурмуханбетов. Подписывайтесь на наш канал и продолжайте смотреть новые выпуски проекта «12 священных знамен